Добрый вечер. В эфире «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайшие несколько часов мы будем говорить о самых важных событиях оккупированного Крыма и материковой Украины. И будем подводить итоги недели, обсуждать все важные темы, которые прошли в течение этих 5 дней. И начнем мы с оккупированного Крыма. Там оккупанты продолжают давление на семьи политузников, приходят к ним домой с неожиданными визитами. Так вот, 10 декабря к пожилому крымско-татарскому активисту Синоверу Немитулаеву пришли сотрудники оккупационной полиции. Синовер Немитулаев известен тем, что в 2019 году он вышел с протестом на Красную площадь в Москве, требуя остановить репрессии против крымских татар. А в июле 2020 года вместе с семьями политзаключенных пришел на заседание оккупационного совета министра Крыма и требовал встречи с оккупационным главой Сергеем Аксеновым. Сотрудники полиции в этот раз дома его не застали, поговорили с его сыном Энвером о том, о чем был разговор. Энвер рассказал активистам крымской солидарности. Энвер сказал, что он был во дворе дома, где прописан его отец. Пришли двое в гражданском, не представлялись. Спросили отца, Энвер взял в руки телефон, попросил их представиться, показать свои документы, чтобы он их смог сфотографировать. И только после этого он был готов разговаривать. Но на что сотрудники повернулись к нему спиной и сразу вспомнили про медицинские маски, надели маски, повернулись спиной и сказали: мы еще к вам придем. Это был не единственный случай. Приходили к другим семьям, задавали вопросы по поводу каких-то краж, досок на стройках, которые там рядом с людьми, спрашивали о том, как долго люди живут, чем занимаются. И вот об этом мы поговорим с Лутфие Зудиевой, крымско-татарской активисткой, которая может нам подробно об этом рассказать, как только у нас получится с ней связаться. А пока с нами на связи Эдем Дудаков, участник национального движения крымских татар. Добрый вечер, Эдем ага. Добрый. С вами мы хотим поговорить о ситуации с коронавирусом на полуострове. Там уже зафиксировали очередной рекорд по количеству заболевших. Больше 300 человек. И при этом по-прежнему очень тяжелая ситуация с больницами. Вот можете в 2 словах рассказать, изменилось ли что-то вот за последние дни? Ну, что я хочу сказать. Ну, дефицит, в принципе, вот этих вот препаратов антивирусных, он погашается нашими волонтерами, которые переходит на украинскую сторону и получает эти медикаменты. А во всем остальном, не знаю, Россия по всему миру предлагает свою вакцину, но тут ее нету. Так что все на прежнем уровне. Ну вот, кстати, про российскую вакцину «Спутник В» у нас подготовлен целый сюжет. Как известно, что уже крымские медики уже начали прививаться. Это такая принудительная кампания, которую объявил президент России Владимир Путин. Он объявил массовую вакцинацию и в России. И что самое интересное, даже россияне не спешат идти в прививочные кабинеты, потому что говорят, сначала пусть руководство сделает эти прививки. Вот давайте посмотрим этот сюжет и продолжим обсуждение. Володар Кремля Владимир Путін дав відмашку масовій вакцинації від коронавірусу. Кілька місяців до цього всі пропагандисти розповідали про переваги російської дивовакцини. Вигадували майже 100% ефективність, вищу за американські та британські, та найнижчу у світі ціну препарату. Але останні випробування були на щурах і мавпах. Тепер черга росіян. Настанови лідера з підмосковного бункера слухали від Заполяр'я до Сахаліна. Медики та військові чекали указівку на морозі, а віце-прем'єрка Тетяна Голікова в урядовому кріслі. Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации.
Да, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, совместно со всеми коллегами и, соответственно, и вместе с производителями, которые сейчас занимаются производством вакцины, мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов. У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. «Спутник-5» колотимуть медикам, педагогам, соцпрацівникам і, звісно, військовим. Угрупування Північного флоту отримало вакцину найпершим. До Мурманська ампули доправили спеціальним бортом з Москви. Далі були підрозділи Південного військового округу, куди входять і окупаційні війська, які базуються в Криму. Температура до вакцинации? 36,5. Болели ли перед вакцинацией? Нет, В течение нет. В течение года я уже не болел. А з минулої п'ятниці почали вакцинацію і в Москві. У 70 тамтешніх поліклініках відкрили кабінети примусових щеплень для місцевих медиків та вчителів. Загальна кількість зафіксованих в Росії випадків COVID-19 перевалила за 2,5 мільйони. І більше 44 тисяч померли. Втім, прості москвичі не поспішають за неперевіреною вакциною і чекають, поки вакцинуються очільники. Не доверяю пока российской вакцине. Вообще, в принципе, я, наверное, против вакцин. Потому что если прививаться, то если вдруг ты заболеешь, то заболевание протекает сложнее и тяжелее, чаще всего с осложнениями. Ну, потому что у меня есть какие-то заболевания уже, и я бы хотела все-таки вот их сохранить, чтобы у меня ни ухудшений не было. А вакцина, это значит, что человек переболевает, когда он вакцинируется. Значит, неизвестно, как у меня отразится на моих заболеваниях. Вот, поэтому я с опаской отношусь. А так, если кто здоров и молод, конечно, пусть прививаются. После того, как высшие руководители России вакцинируются, после этого я тоже планирую. Те саме вище керівництво в особі Путіна і не збирається колотися цим фальсифікатом. Речник кремлівського очільника прямо заявив, поки немає клінічних результатів, не можна ставити під загрозу життя володаря. Владислав Стужук, Заман, АТР. Что известно об этой вакцине в Крыму? Что говорят? Действительно идет такая агрессивная кампания и пытаются всех прививать спутником ВВ. Ну, среди врачей, во всяком случае, моих знакомых, среди них есть и инфекционисты, которые, в общем-то, пока не советуют этим делом заниматься. Да, и учителей, и военные-то, наверное, подчиняются приказу, учителя и врачи, я, насколько знаю, не очень-то спешат с применением этой вакцины. Понимаете, Россия так сильно навязывает эту вакцину как внешним партнерам, так и внутри страны, что у людей возникает очень большое сомнение. Наверное, это даже играет отрицательную роль. Я не специалист, я не могу сказать, какая это вакцина, но вот знакомые врачи, они не советуют, пока не пройдет апробация. Я зачитывал в прошлый раз Гульсум, один из врачей мне прислал смс-ку, что пока этого делать не надо. А они объясняют, почему? Именно потому, что не прошла апробацию. Там генно-модифицированный, как они утверждают, вот этот вот вирус. И как он себя поведет дальше в сочетании с обычными вот этим гриппом, который, в принципе, никто не отменял, может даже спровоцировать еще сильнее болезнь. Так что вот основная проблема, наверное, этой вакцины в том, что она не прошла апробацию. Именно вот поэтому люди боятся. Еще одна тема, о которой я бы хотел с вами поговорить, связана с археологией, незаконными археологическими работами, которые ведут россияне на полуострове. Сегодня появилась новость о том, что представительство президента Автономной Республики Крым в Крыму опубликовало перечень физических и юридических лиц, причастных к незаконному обращению с культурным и
археологическим наследием на территории Крымского полуострова, а также лиц, которым Министерство культуры России незаконно выдавало разрешение на право проведения работ по изучению объектов археологического наследия на территории Крыма в период с 14 по 20 годы. И вот в этом списке, переданном представительством президента Украины в Автономной Республике Крым, в прокуратуру Автономной Республики Крым, 54 юридических лица, 63 физических лица, причастных к незаконным действиям с культурным наследием. Среди них это и руководство государственных органов, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих незаконные реставрационные работы. И еще 136 человек вошли в список из-за того, что получали незаконные разрешения на раскопки, выявление и изучение объектов культурного наследия. Как на самом деле сейчас обстоят дела с этими незаконными раскопками? Я знаю, что эта тема вам близка. Вы следили за судьбой так называемой реставрации, а точнее уничтожения Ханского дворца. Вот активизировались ли какие-то действия российских археологов или нет? Что сейчас происходит с культурным наследием полуострова? Ну, я не знаю, еще не видел сам документ, но, например, если это исходить по Ханскому, то мы должны включить в этот список все руководство Аттагрупп, Меандр и Керамет, как проектировщика этой на субподряде. Вот эти организации, конечно, должны быть включены в санкционный список, потому что именно они нанесли огромный ущерб аутентичности элементов культурного наследия Ханского дворца. А так, ну вот, честно сказать, трудно говорить об археологии. Например, если мы поговорим о месте, где раньше находился дворец Калга Султана, это на Воровского в Симферополе, вот там никто раскопок не ведет. Там идет незаконное строительство, вроде хотят даже построить уже часовню, там уже и крест во дворе. Пока приостановлена стройка, но все суды пока проигрывают. Но вот казалось бы, такая ситуация, конфликтная ситуация, почему бы не провести раскопки там? Ведь уже археологи из КИПУ провели, несколько шурфов провели и нашли ну, просто огромный культурный слой, который еще никто не изучал. Вот тут нету. А вот вокруг Херсонеса они все перекопали. И самое главное, ведь артефакты они забирают. Вот нет перечня того, чего они нашли. И по трассе Таврида они снесли огромное количество кладбищ. Вот это, конечно, нанесен непоправимый урон. И самое главное, понимаете, Россия всегда использовала во всей своей истории, особенно связанной с Крымом, да и не только, и с Кавказом, археологию как политическое оружие против коренных народов, против местных народов, доказывая о том, что они там пришлые, что они там монголы и всего прочего. Как они дальше будут интерпретировать это все, насколько это будет, насколько это законно, это пусть уже судит сама Украина. Я думаю, что незаконно, конечно, раз это территория украинская. Но я не видел пока обращений в то же ЮНЕСКО о том, чтобы наложить оттуда какие-то санкции. Может быть, есть. Я, в принципе, просто не видел в украинской прессе таких данных. А раскопки идут во всех местах доступных, только под большим секретом, я так хочу сказать. И какие они выводы будут делать из этих раскопок, пока еще неизвестно. А почему такое выборочное отношение? Если на Херсонесе копают, то вот историю с Калга-Сараем вы говорите, что там проигнорировали. Херсонес — это, я еще сказал, что вообще вся история
российская, она заполитизирована. Вот Хевсофтос они хотят привязать к России. Вот недавно недалеко от Феодосии нашли там какие-то археологические керамические вещи и утверждают, что они из России. Ну, возможно, из России тоже там были, потому что Кафа была самым большим портом на Черноморском побережье. Естественно, товары шли из России, из других источников, из других стран. И поэтому там есть и китайские. Там есть и огромное количество, но вот подчеркивается вот это именно с Россией. И вот таким образом они пытаются привязать Крым и сделать его, доказать вот это его российское происхождение, так сказать. Благодарю вас за разговор, за то, что подключились к нашему эфиру. Дем Дудаков, участник национального движения крымских татар, был с нами на связи. А сейчас с нами на связи Лутфия Зудиева, крымско-татарская активистка и правозащитница. И мы продолжим разговор о странных, скажем так, визитах оккупационных полицейских к семьям политузников. Добрый вечер, Лутфия Ханум. Добрый вечер. Мы уже приводили в пример историю, связанную с активистом Синевером Немитулаевым, которого зачем-то искали полицейские. Какие еще были визиты? Можете нам рассказать? Кому приходили? Да, за эти дни мы зафиксировали больше 20 визитов в районе Крыма, причем больше всего посетили Бахчисарайский район. Мы это связываем с тем, что, во-первых, это место проживания крымских татар, и там исторически сконцентрировалось так, что живет очень много активистов крымско-татарского движения, особенно пожилых активистов. И семьи политзаключенных тоже достаточно большой концентрации в этом районе, потому что стало известно, что там были арестованы, поэтому вот в большей степени в Бахчисарайском районе были такие случаи зафиксированы. Приходили под разными абсолютно предлогами, где-то совершенно матери Сибана Савиева пришли под предлогом, что на соседней стройке пропали доски. К отцу пришли под предлогом, что в их районе произошло ограбление. В действительности мне нужно было убедиться, что эти люди проживают в этом адресе, сверить их персональные данные, чем они в принципе занимались. И вот все те люди, которых они навестили, они либо являются родственниками семей политзаключенных, либо являются активистами, которые были в Москве на Красной площади и приходили к зданию Совмина в июле и в ноябре этого года. Вы как-то общаетесь с этими семьями? Вы им рекомендуете, как себя вести и что делать в этой ситуации? Безусловно, все они по факту визита полиции связываются с правозащитным офисом, с адвокатами. Кто-то звонит прямо в момент визита и уточняет, как с правовой точки зрения себя вести. Кто-то уже постфактум сообщает, с учетом уже имеющегося опыта, как себя вести в таком случае. И адвокаты консультируют и другие группы риска по поводу возможных визитов, потому что мы не исключаем, что это просто начало какой-то практики, и она связана с тем, что властям очень нравится присутствие массовой народной поддержки политзаключенных, которая выражается в регулярном посещении судов, в каких-то акциях, в поездках массовых крымских татар за пределы Крыма, в Ростов или в Москве. И вот для того, чтобы каким-то образом оказывать воздействие или давление на вот такие группы, то есть на родственников политзаключенных, на активистов, на гражданских журналистов, периодически проводят такие акции психологического давления. Вы помните, в прошлом году это были
появляются какие-то новые операции, то неофит, то вот такого рода какие-то нестандартные действия. Поэтому адвокаты и правозащитники наблюдают сейчас и консультируют, конечно. Но может ли это как-то повлиять на настроение людей? Может быть, эта акция по запугиванию эффективной? Я не думаю, что это является эффективными мерами, потому что сегодня идет уже 6-й год. И вот за эти 6 лет не удалось переломить каким-то образом эту активность так, чтобы нейтрализовать ее или уничтожить. То есть, несмотря на уголовные дела против активистов, очень многих активистов же уже пересажали и дали им огромные сроки. И это людей не испугало, а наоборот, это вызывает обратную реакцию. Вот в этом году мы стали наблюдать, накануне приговоров проводят массовые дела по всему Крыму, просто вот практически во всех районах. То есть поддержка, наоборот, увеличивается из-за этого давления. И мне кажется, это просто отчаянные попытки каким-то образом повлиять на настроение людей, заставить их сидеть дома, не выходить, не поддерживать, не писать ничего в поддержку политзаключенных. Но я думаю, что это не возымеет того эффекта, который они хотели бы. Хотелось бы с вами еще поговорить о этих сфабрикованных делах против фигурантов многочисленных дел по терроризму за участие в запрещенной в России партии Хизбут Тахрир в контексте решения российских властей отказа от привилегии мирового права, международного права и акцентирования на праве российском, появилась идея создать своего рода ЕСПЧ только российского разлива. Об этом говорил президент России Владимир Путин. Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что, во-первых, сама идея, она уже столкнулась с серьезной критикой в российском правозащитном поле в первую очередь. Потому что в данном случае есть действующие международные институты, и в то время, когда государство отказывается от выполнения уже существующих решений, какой смысл создавать аналог для того, чтобы нарушать, опять-таки же, скажем, права людей и продолжать их преследовать, если эти системы будут работать эффективно. А об этом говорит то, что в последнее время Государственная Дума уже разработала и частично приняла ряд проектов, которые еще больше сужают возможности активистов, журналистов, правозащитников. То есть идет активное давление на российское общество. И понятно, что в таких условиях создание очередной какой-то декоративной структуры судебной, которая не будет защищать на самом деле людей, а будет создавать некую имитацию того, что проблемы людей в этом суде решаются. Конечно же, на это все смотрят с большим скепсисом, никто не думает, что это каким-то образом реально поможет людям. Ведь многие дела, в которых участвуют адвокаты, участвуют не для того, чтобы получить оправдательный приговор, потому что этот приговор известен заранее, да, все равно силовая машина Российской Федерации не оправдывает, поскольку нет задачи, а есть задача, наоборот, запугать и закрыть в тюрьмах активных людей, участвуют в судах для того, чтобы потом эти незаконные решения можно было собрать и передать на рассмотрение в ЕСПЧ. И вот уже на основании решения ЕСПЧ потом как-то влиять на судьбу осужденных. Но не получается ли, что теперь в такой ситуации это бессмысленная работа адвокатов?
Роман, вот на самом деле, я часто об этом говорю, адвокаты в Крыму выполняют сразу две функции. Во-первых, это юридическая поддержка политзаключенных, а во-вторых, они работают в качестве спикеров, в качестве даже иногда журналистов, да, которые выносят сведения о политзаключенных, рассказывают текущую информацию, независимым средством массовой информации, международным средством массовой информации. И в этой части эта работа, естественно, имеет определенный смысл, и мы все это верим. Мы понимаем, что то, что сейчас в Крыму происходит, что эта история, это не бег на короткую дистанцию, где все можно решить за полгода или за год. Поэтому и те, кто находится в колонии, и те, кто работает над их освобождением, они выполняют целенаправленную работу, в которой, безусловно, здесь смысл. При определенных политических обстоятельствах те документы, которые сегодня готовятся, разрабатываются, они непременно сыграют определенную роль. Важно, чтобы это делалось. Точно так же, как и документировались все факты незаконного преследования людей в Крыму, которые имеют место. То есть если мы сейчас опустим руки и скажем, что все равно это не имеет смысла и перестанем это делать, на самом деле мы еще больше поможем тем людям, которые делают все от себя зависящее сейчас в Крыму для того, чтобы вот сформировать железный занавес, который был во время Советского Союза, когда о судебных процессах, о репрессиях информация не распространялась практически или распространялась спустя большой интервал времени. Поэтому я думаю, что и задача адвокатов, и задача активистов, и семей политзаключенных терпеливо выполняют ту работу, которая сегодня делается, и мы верим, что в этом есть смысл. Хотел с вами поговорить еще об одной теме. На этой неделе прошел ряд так называемых судов по продлению меры пресечения, по продлению ареста фигурантам второй симферопольской группы. Есть ли у вас какие-то подробности? Какое состояние дел состояние здоровья задержанных? Что о них известно? Да, Роман, я вкратце расскажу о ситуации с этой группой. Предварительное следствие это не завершилось. Материалы дела 7 декабря уже передали в прокуратуру. И я думаю, что в течение ближайшего месяца их этапируют в Ростов-на-Дону, где уже начнется рассмотрение дела по существу. Это самая большая группа, 25 человек. Ее уже разбили предварительно на 5 подгрупп, потому что суд не представляет, как судить 25 человек одновременно в одном зале, с учетом того, что у каждого из них есть защитник по соглашению и по назначению от государства, плюс минимум по одному родственнику, который захочет присутствовать в зале суда. Поэтому их уже на данном этапе разбили на 5 подгрупп. И это самый большой и затяжной процесс по крымским делам. Что касается новостей, то в очень серьезном состоянии здоровья сейчас находится Чемиль Гафаров, у которого на фоне его инвалидности и заболевания почек развилась подагра. Он действительно в критическом состоянии. Мне кажется, сейчас нужна поддержка и государственных институтов Украины, правозащитных организаций. Нужно добиться перевода как минимум под домашний арест, потому что он рискует жизнью в условиях СИЗО. И сегодня вот еще одного фигуранта этой группы, у филиала АДИЛа, обнаружили, сегодня об этом стало известно в ходе судебного заседания, что у него диагностировали коронавирус в условиях следственного изолятора, есть официальное подтверждение, тест. И понятно, что для человека в достаточно таком зрелом уже возрасте переносить заболевания в СИЗО, кроме парацетамола, не лечат, и нет абсолютно никаких лекарств, и медико-санитарная часть не оказывает никакой помощи, что это тоже риск для жизни, для здоровья. И вот это два таких ярких случая по второй симферопольской группе. В остальном ребята готовятся
в заседании по существу изучают материалы дела, настроены на то, чтобы бороться и доказывать свою невиновность. Есть информация о том, что уже 1,5 года родные не могут попасть к ним на свидание. Действительно ли это так? И в чем причина? Почему не пускают? Да, и такая ситуация у Абдулкадырова Владлена, его супруг комментировал эту ситуацию. Связано это с индивидуальным решением следователей. У каждой подгруппы, группа большая, здесь руководитель следственной группы, который буквально недавно поменялся, и теперь их будет вести заместитель следственного отдела ФСБ Крыма. И у каждой вот маленькой подгруппы из 5 человек есть следователь. И вот в данном случае следователь не дает разрешение официально на свидание с людьми. Конечно, адвокаты будут работать над разрешением этой ситуации, но по факту до этапа осталось совсем немного времени, и следующие попытки получить свидание уже будут через суд, не через следствие, потому что на этапе уже судебного разбирательства следствие перестает быть стороной по делу, и там уже решение будет принимать в суде. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Лутфия Зудиева, защитница, о состоянии дел, сфабрикованных дел против крымских татар, которых необоснованно обвиняют в терроризме. А сейчас с нами на связи Марк Фейгин, кандидат юридических наук и российский общественный деятель. Добрый вечер, Марк. Рад приветствовать. Казалось бы, история, о которой мы с вами хотим поговорить, сугубо российская, но поскольку российская власть свои законы позиционирует и на жителей украинского Крыма, хотим с вами поговорить вот о таких 2 моментах. Владимир Путин подписал изменения в закон, вернее, в Госдуме, точнее, проголосовали за законопроект, который расширяет полномочия полицейских. Теперь они не обязаны представляться, у них есть право вскрывать машины и могут применять табельное оружие, почувствовав угрозу своей жизни. Ну, такое, я так понимаю, право у них было и раньше, но теперь оно упростилось. Да? Правительство предлагает им разрешить использовать оружие в тех случаях, если задержанный совершит иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции. Такая размытая формулировка. Хотелось бы с вами поговорить, сколько это обосновано и соответствует здравому смыслу. Ну, об обоснованности и здравом смысле речи вообще не идет, потому что это уже находится за скобками, за пределами давным-давно как законодателей, так и исполнителей. А вот практика, она такая, что, вы знаете, честно говоря, они де-факто уже давно не соблюдали эти положения закона о полиции. Ну, например, не представлялись никогда. Это вообще вызывало смех. Попытки заставить сотрудников полиции представляться лицам, которых задерживают или проверяют документы и так далее. Вы знаете, это уже как бы подтверждение уже сложившейся практики. Что касается доступа в автотранспортные средства и применения табельного оружия, там, видите, особенность в том, что табельное оружие, его применение, оно очень жестко регламентировалось не только положениями закона общими, но и разного рода должностными инструкциями, приказами, там очень много всякого рода вещей, которые носили, ну, скажем так, больше ограничительный, конечно, характер. Там надо было предупредить, потом предупредительный выстрел в воздух, и только после этого вы можете применять табельное оружие. На практике, естественно, бывало по-разному. Вот. На практике бывало по-разному, учитывая, что сейчас век диджитализации, все с телефонами, и даже тех, в отношении кого применялось это табельное оружие, часто снимали чуть ли не свою смерть. Поэтому по существу сейчас просто понадобилось создать индульгенцию, да, защитить сотрудников полиции от их произвольного применения, которые они и так применяли оружие, но чтобы их за это нельзя было наказывать. Потому что они прекрасно знают, кому можно применять, кому нельзя применять. В основном, так сказать, что оружие, что какого-то рода такие действия произвольные, они употребляют в отношении беззащитных граждан. Причем это происходит как по политическим мотивам, ну, вот, например, на митингах
людей задерживают, не представляясь, например. Это вообще обычная практика. А так и в случае обычных общеуголовных преступлений оружие применяется. Конечно, происходит расследование дальнейшее. Но случаи наказания сотрудников полиции за применение того же самого табельного оружия настолько редки, буквально единичны. Единичны, когда уж совсем состояние алкогольного опьянения или что-нибудь такое. Сейчас в России, например, история, когда в нерабочее время из травматического оружия, естественно, не табельного, там, так сказать, служебным оружием оно не является, пьяный полицейский выстрелил в девочку 13-летнюю. Причем домогаясь ее. Это сейчас широко обсуждается, видеозапись есть. Как вы думаете, какую меру пресечения на период предварительного следствия для него избрали? Наверное, домашний вот сейчас вы... арест, нет? Домашний арест. Вы понимаете, человек, который облечен служебной властью, так сказать, он сотрудник полиции, ну сейчас они, конечно, его уволят вдогонку, применил оружие, ну в данном случае травматологическое, не огнестрельное, по отношению к ребенку, ну что такое 13 лет, да? И вот такое лицо ему вменяет хулиганство, а не букет статей, как следовало бы вообще на самом деле. И ему избирают меры пресечения домашний арест. Абсолютное несоответствие содеянного, значит, мере пресечения. Почему? Потому что они защищают не столько этого придурка, они защищают самих себя, его начальство. Чтобы, не дай бог, последствия вот этого инцидента не отразились на начальстве полицейском там, и выше. Это у них такая, как сказать, мундирная практика. Они защищают в любых случаях полицейских не потому, что они им нравятся, а потому что это некая корпоративная установка. И расширение полномочий по закону о полиции для сотрудников полиции – это все тоже продолжение этой корпоративности, понимаете? Они силовики, они государство, они что хотят, то и делают. Вот приблизительно вот такая логика здесь. А чем это чревато для людей? Ну, это, в общем... И без того плохо было, станет еще хуже, потому что невозможно будет фактически в этой ситуации добиваться в дальнейшем, если вдруг вот в случае с оружием, в случае вашего автотранспортного средства, если его вскроют, да, потому что там есть определенный порядок доступа в эти автотранспортные средства. Там тоже есть достаточно жестко регламентированный порядок. Сейчас эти ограничители постепенно снимаются. Ну вот сейчас с этими поправками в закон о полиции они снимаются. Ну, просто у граждан будет меньше прав. Невозможно будет апеллировать в надзорные органы или там иные инстанции для того, чтобы, ну, ведомственные, там же право такое тоже есть, значит, жаловаться в полицию непосредственно вышестоящему руководству на действия сотрудников. Просто они себя защищают тем самым от любых возможных претензий, которые могут со стороны граждан иметь место по факту действий этих сотрудников полиции. Но просто граждане будут бесправны еще более. Ну, мне кажется, это еще своего рода такая устрашающая история, чтобы там, например, если есть какие-то протестные настроения, да, люди выходят на акции протеста, то теперь они будут знать, что в них могут стрелять, потому что уже своим выходом они угрожают, наверное, жизни полицейских. А это, знаете, Роман, это само собой разумеющаяся вещь. Это предполагается опция по умолчанию, как я называю. Конечно, любые подобного рода ужесточения в законах, да, они связаны прежде всего и в первую очередь с запугиванием. Запугивание необходимо для того, чтобы люди сидели дома, никуда не ходили, не возмущались. Но, повторяю, это шире действует. Это не только в отношении политических соображений и там разного рода политических возмущений играет роль. Это играет роль и к обывателям, которым наплевать на политику, они не занимаются там, не знаю, путинистом, да? Ну, чтобы подчеркнуть их бесправие, чтобы они вообще, так сказать, не могли никоим образом защищать свои права. Потому что, ну, в данном случае, когда речь идет о бытовых каких-то вопросах, там они разницы не делают. А политически, ну, вы знаете, запугивать куда? И без того запугано. Митинги запрещены. Под предлогом пандемии, вот уже весь год, проводить общественные какие-то мероприятия публично запрещено. Их не просто там не разрешено, а запрещено. Поэтому дальше только, ну, концлагеря, понимаете? Тут уже что еще можно, как еще можно запугать? Ну, только раскрутить маховик массовых репрессий. Больше ничего тут уже нельзя сделать. Ну, это же нужно как-то красиво обставить, тоже обосновать защиты какой-то прав каких-то. Когда они за этим, так сказать, у них было проблемы обставить. Обставят они все, что хотите, за один день. Еще одна история этой недели. Владимир Путин сказал, что, возможно, надо подумать над созданием аналога ЕСПЧ в России.
То есть создать структуру российскую, чтобы она контролировала и без того подконтрольные суды. Что это? Это отсутствие здравого смысла. Ну да, вы сказали, что не стоит о нем говорить, о здравом смысле. Но как это вот логически все-таки встраивается в смотри, юридическую историю? Да, здесь два аспекта. Дело в том, что права человека не являются внутренней историей, внутренней политикой. Никогда и нигде, ни в одной стране мира есть общепризнанная, всеобщая декларация прав человека, ВОНовская, да, Хельсинский акт и так далее, корпус международных соглашений, деклараций и так далее, в которых Россия, безусловно, участвует. Да еще Советский Союз участвует. Они предполагают, что права человека в принципе не могут быть внутренним делом страны. Они не могут быть эксклюзивным или там исключительным правом государства решать вопрос о правах человека. Неважно, касается это по большому счету нормативного регулирования или касается это практики исполнения. Ровно поэтому Россия, состояв в Совете Европы, участвуя в Конвенции о правах и свободах гражданина, Европейской конвенции, она подчиняется юрисдикции в части прав человека Европейского суда по правам человека. Это суд, который создан именно Советом Европы для того, чтобы эту конвенцию, к которой Россия присоединилась, фактически судебным образом защищать. Я оставлю в стороне, это в принципе и так плохо работает, потому что это долго, потому что Россия, она еще материальные компенсации выплачивает, процессуально она решения не исполняет Европейского суда по правам человека. Но даже и эти решения этого суда, которые, я бы сказал, на политике государства в отношении прав человека вообще никак, в общем-то, не сказываются, но даже и их она хочет ограничить. Я думаю, что это совершенно не случайное заявление Путина в Совете по правам человека, председатель которого он является, уже самой по себе это аберрация возникает, Путин и права человека. Он, выступая в этом совете, якобы поддержал высказанную идею, какого-то там, не знаю, шестерки какой-то. А для чего это делается? Они действительно хотят выйти по существу из юрисдикции Европейского суда по правам человека. Что они для этого делают? Они хотят исключительного права не исполнять окончательно уже решение Европейского суда по правам человека. Было несколько прецедентов, которые вызвали необходимость законодательных изменений. Прежде всего, это дело ЮКОСа, по которому 2 миллиарда миноритарным акционерам они обязаны были выплатить, они это решение отказались исполнять, причем внеся до этого поправки в закон о Конституционном суде, и Конституционный суд получил, российский внутренний суд получил право не исполнять решения, если они не соответствуют основному закону. И вот такое решение было единожды принято в отношении решений ЕСПЧ относительно миноритариев ЮКОСа. 2 миллиарда – существенная сумма. Хотя, я думаю, там принципиально больше вопрос именно, что это ЮКОС. Если бы это были там, не знаю, даже Боинг, потерпевшие родственники, законные представители, то, наверное, может быть, они еще подумали, выполнять или нет. Но ЮКОС для них – это история исключительно политическая. Но, к сожалению, права человека – это такая универсальная штука, которая все равно не с одной, так с другой стороны настигнет. И постоянное нарушение этих прав человека все больше ставит Россию в ситуацию изоляции и некого цугцванга. Потому что эти решения будут нарастать. Я думаю, что они хотят создать некую альтернативную юрисдикцию, заявив, а вот мы исполняем Европейскую конвенцию у себя внутри страны, и почему мы должны исполнять решение какого-то универсального органа, каким является ЕСПЧ. Мы сами будем соблюдать эту конвенцию. Это, безусловно, противоречит уставу Совета Европы, но, на мой взгляд, это мой личный взгляд, они двигаются последовательно к выходу из Совета Европы. Почему? Потому что они хотят вернуть, помимо прочего, помимо всех других вещей, смертную казнь, в моратории на которой, по 6 статье, они участвуют. Выход из Совета Европы откроет им возможность применения этой меры наказания для того, чтобы, как вы правильно говорите, еще сильнее запугивать 140-миллионное население, чтобы ни у кого даже не было попыток, даже мысли о том, чтобы изменить конституционный строй, изменить власть в России и так далее. Поэтому они действуют на опережение. Поправки в Конституцию, которые они внесли, я вам напомню, 1 июля они изменили так называемую Конституцию, в России, конечно, Конституции нет. Вот эта жеванная бумага, которая называется Конституцией, она теперь исключена из нее статья 15, часть 4, которая говорит о том, что нормы в области прав человека имеют преимущественное регулирование именно международными универсальными институтами. То есть национальные нормы по отношению к международным не имеют преимущества. Но вот они эту норму исключили.
Теперь все законодательство российское, вся нормативная база, она подчинена внутренним требованиям, а не требованиям международным. Они эту доминанту убрали, пункт 4 статьи 15, и в итоге, на мой взгляд, они тем самым вышли из системы международного права, потому что в этой же статье было сказано о том, что российская система права является частью международной системы права, понимаете? И это неразрывные вещи. Теперь эта норма исковерканная, она теперь явно дает возможность совершенно произвольно выдумывать какие-то суды свои по правам человека, значит, принимать антиправовые законы против прав человека в России. Они не хотят подчиняться требованиям конвенции, прежде всего. Ну и вообще быть подотчетны органам Совета Европы. Вот мое мнение. А неужели все так плохо у путинского режима, что ставят уже почти железобетонный забор с Европой, принимают законы, которые устрашают, запугивают людей? Что происходит с режимом? Ну, во-первых, судить о том, насколько все плохо, мы-то со своей точки зрения судим. В стране репрессивная совершенно система, не очень понятно, откуда возникнуть возмущению. А они со своей точки зрения, они на опережении работают, понимаете? Режим стареет, потому что его бенефициары, его глава там, Путин, ему уже 69-й год. Наверное, они прокладываются до 24-го года. В 24-му будет шутки шутками, плюс 3 года, плюс 4 года, это уже будет почти 73, почти, 72, там 73. То есть я думаю, что они рассчитывают передать власть своим детям, прежде всего, это главный ресурс, и для того, чтобы эта передача произошла гладко, вот этот транзит, он может занять и 10 лет, этот транзит, понимаете? Он не в один день. Они хотят максимально сгладить все возможные угрозы, инвективы, которые могут возникнуть при этой передаче. Потому что дети конченые ублюдки, и поэтому они понимают, что не так-то просто будет это все сделать, учитывая последние расследования относительно зятя Путина, некого Шамалова. Да, который купил акции за несколько миллиардов, за 100 долларов. Ладно. Да. Вы посмотрите, 90% его писем о том, какой купить ковер и, значит, где что прикупить, понимаете? Там уровень насекомого с мозгом. Вот такие люди будут владеть Россией в следующие десятилетия. А как это еще, кроме оружия, обеспечить эту передачу? Вот как? Угрозой, насилием, и с помощью оружия, с помощью выхода из международных организаций. Я думаю, для этого они это делают. А действительно ли речь идет о десятилетиях? Потому что тут до нас тоже доходили истории о состоянии здоровья Путина, о том, что якобы с ним все плохо, у него там чуть ли не Альцгеймера. Да. Его прячут в кабинетах то ли под Сочи, то ли в Новоогарево. В одинаковых кабинетах он выступает с разными людьми. Где здесь доля правды, а где нет? Вот, во-первых, понимаете, его здоровье можно, конечно, рассуждать на эту тему. И некоторые внешние кадры, а это только единственный источник по существу информации, все остальные инсайды, они просто непроверяемы, понимаете? Ну как, у нас нет с вами анамнеза, эпикриза, что там, открыл, прочитал, да? Поэтому судят по тому, как он себя ведет, как он выглядит и так далее. А он выглядит время от времени, знаете, очень взаимоисключающе, что хорошо, то плохо для своего возраста. Поэтому сказать твердо, что с ним происходит, с его здоровьем, да, я не возьмусь. Я предполагаю тоже, что может иметь место некоторые симптоматические заболевания. По этому поводу там действительно спектр от рака нижнего отдела до, значит, всякого рода других. Но с точки зрения того, что какой-то процесс идет непонятный, пока еще большинству, это точно. Потому что зачем было в 2020 году, если у тебя выборы в 2024, принимать весь этот вал законов, который гарантирует иммунитет, вечный иммунитет бывшему президенту? Зачем было принимать вот эти ужесточающие меры относительно, значит, передачи власти? Вот эти все поправки о том, что иностранные граждане, если ты хоть раз в жизни имел ПМЖ где-то или ВНЖ, и тогда это все запрещает тебе возможность даже теоретически участвовать в выборах и так далее. То есть они сужают это угольное ушко до предела. И де-факто мы видим, что какой-то процесс идет, повторяю. Потому что пандемия тоже наложила некие особенности на эту ситуацию. Мы видим, что Путин в этих бункерах прежде всего прячется от болезни.
Он же не знает, вдруг он заразится коронавирусом и помрет. Просто-напросто помрет. Поэтому это все вот как-то вместе увязано, на мой взгляд. Но я думаю, что в январе станет многое понятно. А что будет в январе? Ну, у него там есть некие публичные ключевые выступления, во-первых. Он должен там большую пресс-конференцию дать, еще много чего. Посмотрим. Возможно, что ситуация будет, во-первых, становиться жестче. Вы не забывайте, что все 4 года во власти в Вашингтоне было, ну, скажем так, Трамп достаточно лоялен был Путину лично. Не системе, а именно Путину. Был хоть какой-то диалог. А теперь приходит Байден, который, я напомню, в период предвыборной кампании этим летом заявил, что тирания Путина в период моего срока пребывания на посту президента США будет закончена. Тирания будет закончена. Но мы ждем от Байдена, что он может сделать. Он же не ракеты пустит, он просто включит режим санкций настоящий. А мы знаем, какие это санкции. Поэтому Путин, видимо, готовится к этому процессу. И то, что он назначил Чубайса спецпредставителем, ну, переговорщиком с американскими демократами, я думаю, это очень тоже показатель. Потому что Чубайс — это последний осколок семейных, который в 65 лет, ему летом исполнилось 65 лет, это его лебединая песня, то есть ему, видимо, поставлено условие: договорись с американцами или же, ну, как говорится, посмотрим, что будет. А какие это могут быть санкции, которые вот действительно могут эффективно воздействовать на Россию? Ну, во-первых, все эти санкции обсуждаются в американском конгрессе. Это не какие-то таинственные санкции. Это начиная от санкций на госдолг, то есть фактически замораживание ряда активов и средств самого государства, приравнивая Россию к стране спонсору терроризма, ну, учитывая, что там для этого есть тоже некие... По-моему, Рубио был автором этого законопроекта, он член комитета по международным делам. А это, конечно, в пределе, это отключение от SWIFT, это тоже очень сильная мера, она, так сказать, может ударить по всей платежной и финансовой системе России. Ну, в пределе это эмбарго на нефть и газ, на углеводороды. Американцы вводят в одностороннем порядке эти санкции, и они, конечно, вычеркивают, выводят за круг вообще весь нефтегазовый сектор России. А это удар по бюджету и так далее. Ну и не говоря уже о том, что то, что очень легко сделать, это персональные санкции, но такие всеохватные. Потому что этот триллион пресловутый, $1 триллион, которые олигархи, чиновники и так далее русские вывели за границу, в Америку, в Европу и так далее. Если он будет арестован, то вы же понимаете, это создаст такое внутреннее напряжение в самой России, внутри элиты. Они же не хотят потерять эти деньги, которое может привести к тому, что просто-напросто в элитах произойдет некий консенсус по поводу устранения Путина. Повесить на него всех собак. Вот так я думаю. История нас учит тому, что любой режим автократический, тоталитарный, рано или поздно разваливается. И вот учитывая вот такую кропотливую подготовку к передаче власти, хочется у вас узнать, ну, поскольку вы лучше знаете все эти внутренние процессы политические, которые происходят в России, удастся ли сохранить статус-кво, или получится, что вот пауки в банке сами себя сожрут? Ну, вообще все это пока загадка. Будущее — это загадка. Твердо вам ответить никто не может. Вы правильно говорите, что все такого рода режимы, они все падают, они все разрушаются, потому что они наряду с ужесточением, которым является инструментом сохранения власти, они, так сказать, входят в фазу, когда она вызывает и внутреннее разрушение, потому что, ну, скажем так, изоляция России внутри большой мировой глобальной экономики уже создала необратимые проблемы для нее. Россия отключена от технологий. Вы знаете, это повсеместно, постоянно происходит. Новые и новые санкции на отдельные предприятия фактически разрушают экономико-технологические циклы. Вот сейчас самолет Сухой. Он весь состоит, вся авионика американская, боинговская. Их сейчас на Сухой ввели санкции, и они теперь не могут заменять оборудование у себя на этих самолетах Су. Да? Значит, Сухой суперджет он называется. Это один маленький пример. А таких примеров сотни, тысячи. Ну, бурильные установки. Вот горизонтальное бурение нефтяных скважин, оно делает специально такими сверлами, такими буровыми установками, которые не производят в России. Понимаете? Их производят только в Америке. И сейчас действует санкционный режим, при котором, в общем, такое оборудование получить из Соединенных Штатов невозможно. Они, конечно, выкручиваются. Пример Nord Stream 2.
Вы же видите, как санкции ударили по проекту. Он фактически заморожен. Они пытаются там дергаться сейчас. Но все это вместе создает проблемы режима, которые решить этот режим не в состоянии. Пока они не избавятся от Путина, они отношения с Западом не наладят. А получается, что без Запада жить не могут. Понимаете? И это неразрешимые противоречия. Так хорошо, они избавляются от Путина. И кто приходит? Этот режим становится еще серее, чем путинский, да? Или он становится либеральнее? Ну, вы знаете, на либеральности я не рассчитываю, я не думаю, но может быть и так, и так. Кто победит, какая группировка? Потому что народ в этом не участвует никак. Он выключен из процессов принятия вот таких решений, кто будет твоей властью. Поэтому может победить одна группа, может другая. На этой чаше весов, в том числе гирька, решение Америки в отношении каких-то лиц, это тоже важно перевешивающую чашу, вес такой, да, тяжесть. Поэтому, потому какие решения принимает Путин, то, что он назначил представителей семейного клана Ельциных, у нас называют семьей Ельцинский клан, значит, переговорщикам, возможно, речь может идти о какой-то видимости либерализации. Вот Медведев, это же была абсолютный обман, чистый обман на 4 года, он же изображал либерализацию. Если вы заметили, Обама о нем отзывался очень хорошо в своей последней книге, которая только что вышла. Он сказал о том, что Медведев хороший, значит, был бы вариант для продолжения власти в России на 2-й срок, чего не произошло. Я-то считаю, что они все заблуждаются, но это мое личное мнение. Поэтому может прийти как мобилизационная группа, которая относит Патрушева и ряд силовиков, а могут прийти вот такие умеренные. Это тоже возможно. Вопрос, какое место в этой конструкции займет сам Путин. У нас есть звонок для вас, Да. Вопрос для вас, давайте послушаем. Алло, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Вы нас- Александр, город Донецк. Здравствуйте, Александр, ваш вопрос, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, вот ваш гость так все знает хорошо про Nord Stream 2. Но, тем не менее, сегодня уже судно, которое было задействовано как вспомогательное, становится на рейд для дальнейшего продолжения строительства Северного потока-2. Неужели вы верите, что какие-то санкции смогут Россию так сильно наказать, чтобы Германия и те европейские государства, которые поучаствовали в этом проекте очень большими деньгами, могли как-то не поддержать Россию в достройке этого Северного потока? Спасибо вам И большое. сможет ли Соединенные Штаты Америки как-то повлиять на европейское мнение? Спасибо вам большое за Спасибо. вопрос. Действительно, сегодня пришла информация о том, что Да-да-да. баржа «Фортуна» возобновила работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии. Правильно. 2,6 километра. А осталось достроить 140 морских миль. Они достраивают там, где не распространяется санкционный режим. Вот эти немецкие, значит, часть участка, она не подлежит санкциям со стороны Соединенных Штатов, потому что там участок 30 метров прокладки, значит, этой морской трубы на глубине 30 метров. А вот дальше идет датский участок, 30 и больше. И вот там уже санкционный режим распространяется на этот дальнейший участок, ну там 138 километров или сколько-то. И пока этот вопрос не решен. И пока они там достраивать пока не могут. Потому что действуют санкции, и ни одна из организаций смежников, что называется, да, европейских, она не готова участвовать в этом проекте дальше, поскольку попадает под удар санкций. И поэтому пока рано говорить о том, что проект возобновлен. Он год стоял, ничего не происходило с момента введения санкций. И сейчас пока робко они пытаются построить небольшой участок 2,6 километра, который пока ничем не грозит. Что касается перспективы, вот об этом говорит слушатель. Неужто вы думаете, что американцы могут повлиять? Да, представьте, могут повлиять. Потому что американцы не такие дураки. Они, конечно, в первую очередь защищают свои национальные интересы. И в частности своей газовой отрасли, несомненно, в расчете на поставки газа в Европу. Но это совершенно не означает, что там нет политической составляющей. И немецкое правительство, которое, конечно, расположено достроить этот проект и зарабатывать на нем деньги,
в большей степени зависит от американцев во многих вопросах, нежели от России. И пока вопрос о достройке, он окончательно не решен. Надо посмотреть, что будет происходить до конца этого года. Спасибо вам большое за ваше мнение, за то, что подключились к нашему эфиру. Марк Фейгин, кандидат юридических наук и российский общественный деятель, был с нами на связи. А мы как раз продолжаем тему Северного потока. На этой неделе пришла новость от Палаты представителей США. Она одобрила санкции против Северного потока. И положение об этих санкциях содержится в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год. Речь идет о штрафных мерах за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. И вот, как мы уже говорили, сегодня стало известно, что, несмотря на это, Северный поток россияне продолжили работы, приостановленные ранее. В экономическую зону Германии вошла баржа «Фортуна», которая занимается укладками трубы. До этого там работал другой, более современный российский трубоукладчик с системой динамического позиционирования, академик Черский. А вот в начале этой недели он неожиданно покинул зону стройки Северного потока и вернулся в порт Калининграда. Вот такая вот сейчас история, связанная с строительством газопровода. Дело в том, что даже несмотря на санкции, пришла информация о том, что газопровод «Газпром», прошу прощения, решил достраивать своими собственными силами Nord Stream. И сейчас из 460 километров уложено более 2300, то есть 94%. А сейчас с нами на связи Светлана Долинчук, эксперт энергетического рынка и спецкор издания Mind.ua. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. Мы только что с Марком Фейгиным, российским общественным деятелем, говорили, что несмотря на новость о том, что российское судно «Фортуна» возобновило работы по строительству севера этого потока, говорить о том, что на самом деле работы возобновились в полном масштабе, нельзя. Вот как вы считаете? Мы услышали с вами сегодня новость о том, что строительные работы возобновились на немецком участке. Но под вопросом еще стоит также отрезок этой трубы на территории Дании, в территориальных водах Дании. И что будет с этим участком, у нас информации нет. Более того, у нас каждый день буквально меняется ситуация с санкциями. Как будет развиваться эта история дальше в Вашингтоне, в Германии. Каждый день нужно следить за информацией для того, чтобы понимать, что происходит с этим проектом. Потому что все причастные стороны, и сторонники, и оппоненты, каждый день предпринимают какие-то действия, каждый в своих интересах. Ну, а как вы оцениваете те санкции, которые утвердила Палата представителей? Надо посмотреть, как они будут использованы на практике. Мы уже слышали информацию о том, что немецкая сторона пытается найти возможности, чтобы эти санкции обойти, и создается немецкий экологический фонд, который не будет иметь отношения к коммерческим компаниям, и который возьмет на себя все риски, и таким образом именно коммерческие компании обезопасит. Это во-первых. Но стоит вопрос о том, что под санкции попадут, по сути, все структуры,
так или иначе причастны к строительству Северного потока-2, и в том числе, к примеру, какие-то агентства, которые занимаются недвижимостью, будут предоставлять какие-то помещения или оказывать соответствующие услуги. Это одно серьезное препятствие, которое может останавливать европейский бизнес. И в конце концов, когда этот газопровод будет построен, очевидно, что будут какие-то Так он будет построен препятствия. Если будет построен, я заканчиваю с мыслью о том, что если он даже будет построен, то в конце возникнут очередные сложности с тем, чтобы его запустить. Для запуска этого проекта необходимо пройти определенную сертификацию. И компании, которые занимаются сертификацией, они попадают под санкции, и это действительно очень сложная большая проблема. И тем не менее, позиция США с приходом нового президента будет ли ужесточаться? Я думаю, что позиция президента, позиция нового президента США, она будет направлена на поддержку Украины, но тем не менее Америке придется искать какие-то варианты взаимодействия с Европой, с которыми администрация Байдена с ЕС, она не настроена обострять отношения, как это было при Трампе. И тут мы действительно будем с вами наблюдать такие интересные очень моменты, я думаю, но очень многое будет зависеть от действий украинской стороны. Я бы на самом деле в истории с Северным потоком не столько надеялась на Соединенные Штаты, Европу или Россию, а искала максимально возможностей противостоять планам России и этому проекту внутри Украины. Это то, что мы можем контролировать, и действительно то, на что мы можем влиять. И мне кажется, даже больше, чем на то, что происходит в Вашингтоне или в Брюсселе. А какие у нас или есть, в Берлине. какие у нас есть рычаги? Что-что? Как мы можем влиять? Какие рычаги у нас есть? Мобилизовать усилия здесь. Как вести переговоры с партнерами? Это будет зависеть от того, как ведет себя правительство, как ведет себя НАК «Нафтогаз», который громче всех выступает против этого проекта. От того, насколько эти действия будут выверены, благоразумны, скажем так. Благодарю вас за ваше мнение, за то, что подключились к нашему разговору. Светлана Долинчук, эксперт энергетического рынка, спецкор издания Monday.ua был с нами на связи. А сейчас мы поговорим о ситуации в Белоруссии. Как вы знаете, там уже несколько месяцев проходят акции протеста, связанные с непризнанием президентских выборов и с узурпацией власти Александром Лукашенко, который самоназначил себя главой государства, несмотря на массовые фальсификации, которые были во время избирательной кампании. Это вызвало массовые протесты среди белорусов, массовые шествия по Минску. Правда, потом эти акции протеста стали локальными, они теперь проходят во дворах и только на выходные дни, потому что в будние дни нужно ходить на работу. А лидеры оппозиции оказались в изгнании, но не сдаются и предлагают свои инициативы, связанные с борьбой с режимом. И вот одна из них связана с тем, что белорусская диаспора запустила инициативу «Народные посольства». Церемония их открытия прошла вчера в режиме онлайн с участием лидеров оппозиции и депутатов Европарламента. Народные посольства по созданию альтернативных представительств Беларуси за рубежом. Ее озвучили еще в 31 октября на Всемирном конгрессе белорусов. Проект поддержали белорусские общины в 20 странах, которые считают, что нынешняя власть Беларуси утратила легитимность.
И вот вчера прошла церемония их открытия, в котором принимали участие, как я уже говорил, лидеры белорусской оппозиции, депутаты Европарламента. И об этом мы поговорим с Павлом Латушко, руководителем Народного антикризисного управления и члена Президиума Координационного совета. Добрый день, Павел. Добрый вечер. Чем будут заниматься народные посольства? Ну, прежде всего, вы правильно сказали, что это инициатива белорусской диаспоры, которая была высказана в Всебелорусском конгрессе, Всемирном конгрессе белорусов зарубежья. Фактически это в определенной степени символический, но и реальный шаг, направленный на то, чтобы создать систему, структуры, которые бы позволили бы нам представлять демократическую Беларусь, демократическое белорусское общество за рубежом. У нас сейчас достаточно большие активные коммуникации, контакты с Европейским Союзом, с другими государствами мира. Очень активно, очень мобилизирована белорусская диаспора. Мы действительно в истории развития независимой Беларуси никогда не имели такую уникальную ситуацию, когда белорусы очень мотивированы с точки зрения того, чтобы изменить ситуацию в нашей стране. Они организовываются, они объединяются, они проводят различные акции. И в связи с этим родилась эта идея. Конечно, Народное антикризисное управление, я как член Президиума Координационного совета поддержал эту инициативу, и мы оказывали и в определенной степени дипломатическое содействие, исходя из своего предыдущего опыта работы послом. Мы в нашей команде также и Владимир Остапенко, бывший посол Беларуси и в Аргентине, и на Кубе, профессиональные дипломаты, у нас работает 4 человека. Так что мы максимально старались помочь диаспоре. Фактически вчера присутствие заместителя главы Европарламента, депутатов Европарламента, депутатов многих национальных парламентов де-факто это признание подобной структуры общественной инициативы. Посольства будут прежде всего ориентированы на то, чтобы оказывать возможную помощь белорусским гражданам. Понятно, что нет для этого, может быть, финансовых инструментов на сегодняшний день, но вместе с тем люди будут знать, к кому могут обратиться. Во-вторых, они будут информировать о реальном положении, о реальной ситуации в Беларуси. Для нас это также важно, коммуницировать с соответствующими парламентами, общественными организациями при возможности и с правительственными структурами по, опять же, взаимодействию с демократической Беларусью. Все будет зависеть от мотивированности и активности каждого конкретного народного посольства или народного консульства, которые открыты в 20 государствах мира. И к нам присоединяться будут еще и другие страны. Я в этом убежден. Была информация о том, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с представителями европейских стран и США. Они беседовали на тему прав защиты и свободы человека. Конечно же, европейцы и представители США призвали Беларусь прекратить насилие в отношении протестующих, осведомились о планах белорусских властей по поводу заключенных. Как вы прогнозируете дальнейшее развитие отношений между Европой и Александром Лукашенко и его режимом? Ну, не говорит ли это о том, что Европа хочет наладить диалог именно с Лукашенко? Нет, я не думаю, что об этом идет речь. Тут важно отметить такой нюанс. Маккей, реагируя на министра иностранных дел, реагируя на публикацию пресс-релиза послами Европейского Союза, сказал, что в ходе этой встречи ему была представлена агитка, которая написана белорусскими политическими мигрантами, то бишь нами, теми, кто вынужденно находится за границей. С другой стороны, ранее режим обвинял, опять же, Запад в том, что фактически они пишут агитки для нас. Так что здесь министр иностранных дел запутался в подходах. То ли мы кому-то пишем эти агитки, то ли нам эти пишут агитки. А нужно просто посмотреть на то, что ждет белорусское общество. И белорусское общество не хочет, чтобы его больше репрессировали, унижали, избивали и убивали, к сожалению, граждан нашей страны на улицах городов Беларуси. Европейский Союз проинициировал эту встречу для того, чтобы услышать со стороны властей, какие дальнейшие шаги по выходу из этой ситуации. Потому что власть на сегодняшний день не продемонстрировала ни на йоту, ни 1 миллиметра, ни сантиметра устремлений к тому, чтобы искать через диалог возможный выход из этой ситуации. Фактически оно только драматизирует ее глубже и глубже, репрессируя людей. Последнее решение — это закрытие права гражданам Беларуси выезжать
с территории Беларуси, которая вступает в силу 20 декабря. Наземным Говорит о путем. том, наземным путем, да. Почему? Потому что авиасообщением возможно заранее проконтролировать любого человека, который уезжает из страны, иметь на него полную биографию, данные, имеет ли он какие-то потенциальные преследования со стороны так называемых правоохранительных органов. То есть берется на контроль фактически весь поток выезжающих граждан нашей страны, на более жесткий контроль. Связано это с тем, что мы видим, что идет раскол в государственном аппарате. Есть элементы и признаки, и конкретные факты раскола и в силовом блоке. И для того, чтобы избежать этого усиления, люди же что делают? Они прежде всего уезжают за границу. Власть решила ограничить эти выезды. Это воспринято обществом очень негативно. Мы видим огромное количество людей, желающих уехать до 20 числа из Беларуси. К сожалению, до этого мы наблюдали большую миграцию из Беларуси, прежде всего в Литву, Польшу, в Латвию, также в Украину. Очень много людей уезжает. И для того, чтобы опять же приостановить эти процессы, власть тоже закрывает границы. То есть она опять не идет на коммуникацию, на общение, она использует жесткий административный репрессивный аппарат. Европейский Союз абсолютно логично и разумно ставит вопрос. Но подобными действиями достичь можно только еще большего углубления кризиса, но никак нельзя выйти из него. Общество не признает Лукашенко, общество считает его нелегитимным, он токсичен для Европейского Союза, он токсичен и для Российской Федерации. Это фактически такой негативный персонаж, который сегодня существует еще в Беларуси, но фактически является политическим трупом. Это признают уже все. Все это понимают, кроме него. Ну, наверное, и понимание у него к этому придет на каком-то этапе. Ну, вот вы сами говорите, что бежать некуда уже. Не значит ли, что нужно менять стратегию борьбы? Что протесты, может быть, все-таки должны становиться более радикальными, потому что режим уже все больше и больше закручивает гайки? Ну, вы знаете, Роман, говорить о том, чтобы мы призывали к радикализации протестов, это неправильный подход. Белорусы всегда были мирными и выступали за мирные манифестации. Разрешение это путем выхода на улицу, проведением различных креативных протестных акций, но ни в коем случае не готовы браться за оружие. Конечно, есть часть людей, которые, наверное, уже склонны к каким-то силовым элементам в протестной активности, но призывать к этому было бы неправильно. И мы поэтому говорим о том, что должна продолжаться протестная мирная активность. С другой стороны, наконец-то должны заработать инструменты влияния, международного влияния. Это Европейский Союз, это второй сосед Российская Федерация. Сегодня Российская Федерация реально не сдает экзамен на дружбу с белорусским народом. Фактически она его проваливает, если уже не провалила, да? Декларация о том, что мы братские народы, в реальности поддержка нелегитимного, токсичного главу государства, которого просто ненавидит уже весь народ, а с народом Российская Федерация говорить не хочет. С другой стороны, Европейский Союз, которая мощнейшая структура, имеющая инструменты влияния, но фактически она их не употребляет. Она делает важные заявления, декларации. Она приняла решение о том, что список невъездных на территорию Европейского Союза 59 персон, и на этом пока пауза. Да? То есть идет дальнейшее движение, но оно очень долго идет, очень долго. И белорусское общество ждет конкретных шагов. Кстати, как со стороны Востока, так и со стороны и Запада. Тут, конечно, такая вот интересная ситуация складывается, что на начало года 60% белорусов поддерживало близкие отношения с Российской Федерацией как двух независимых государств. Уже сейчас социологи говорят о том, что это упало до 40%. У нас есть информация о социологических опросах, которые провели российские социологи, то эта цифра называется даже 25%. То есть это уже переходит в критическую массу. Сегодня нет геополитического выбора у белорусов. Вот как мы сравниваем события в Украине, которые имели место в 2014 году. Сегодня белорусы борются не за то, чтобы быть с Россией или против России, быть с Европейским Союзом или против Европейского Союза. Белорусы борются за элементарные, базовые права. Право выбора, право человека, права на свободу слова и так далее, и так далее. То есть именно базовые стандарты. Но это не означает, что завтра может возникнуть и геополитический выбор. И вот тут наступает риск партнеров. И с одной стороны границы, и с другой стороны границы.
Но вы же понимаете, что при режиме Лукашенко, при поддержке России может еще существовать очень долго, несмотря на любые действия Евросоюза. И на самом деле ситуация в руках самих белорусов сейчас. И не стоит ли как-то эту активность протестную увеличивать? Потому что можно ведь долго ходить у себя во дворе, выражая протест. Но ведь до сих пор, по большому счету, результата нет никакого. Роман, вы знаете, мы не профессиональные революционеры и не используем каких-то революционных технологий. Вы предлагаете нам какие-то пути, которые, или, скажем, решения, о которых, наверное, и никто не может сказать, насколько они есть, насколько они реальны, насколько они будут эффективными. С другой стороны, мы понимаем, что все в руках белорусского общества. Это безусловно, я с вами согласен. И именно от активности, мобилизованности, мотивированности белорусского общества и зависит, какая будет Беларусь завтра. Будет она демократическая, свободная, нормальная страна, где будут соблюдаться права человека. С другой стороны, как дипломат, я понимаю, что есть и внешние риски, внешние угрозы, внешние возможности, факторы, которые влияют. Я не думаю, что России выгодно сохранение, я даже убежден в том, что выгодно сохранение Лукашенко у руля Беларуси. Потому что он токсичен уже для России в значительной степени. Он токсичен, потому что он никогда не держал слова. Это человек постоянный лгун. То есть он постоянно обманывает всех. Он обманывал Запад в пользу России. Потом он начал обманывать Россию в пользу Запада. Он всегда будет вот такой, как, знаете, игрушка-неваляшка. Да? Из-за угрозы протестов он может быть более лояльным к России. Да, безусловно, он такую риторику вводит. Он, кстати, вводит риторику, вот буквально только что я посмотрел на Евразийском экономическом союзе. Это было несколько дней на встрече Организации договора коллективной безопасности о том, что он опять является форпостом, защитником интересов России от угрозы НАТО, от угрозы внешних сил, которые хотят захватить Россию, а первый форпост это должна быть Беларусь. И вот как раз-таки Лукашенко спасает Российскую Федерацию. Но России почему это невыгодно? Потому что, первое, они тратят свой имидж в Беларуси. И завтра, возможно, будут европейские флаги в руках демонстрантов. Следующее – экономические риски. Россия вкладывала огромные деньги в режим Лукашенко. И она будет вынуждена вкладывать еще больше, потому что на дворе реальный экономический кризис в Беларуси. Экономические санкции, к которым, кстати, Украина не хочет присоединиться, если они войдут в силу со стороны Европейского Союза, если акт о демократии в США вступит в силу, будут очень мощным инструментом давления. За это должна будет платить Россия. Поэтому им невыгодно держать долго Лукашенко. Вопрос в том, способна ли Европа действительно действовать настолько целеустремленно и четко и системно для того, чтобы вот делать эти элементы санкционные. На сегодняшний день 58-59 человек — это не санкции. С этого нет никакого толку. Фактически это не влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому мы говорим о принуждении к диалогу. Принуждение через санкции, и это заставит нелегитимную власть сесть и искать поиск, выход из этой ситуации. Но выход только один — это новый выбор. Потому что сидит столько людей в тюрьмах, политических заключенных, огромное количество репрессированных, уволенных, уехавших. Выхода нет другого, кроме как уход Лукашенко. Никто уже в Беларуси не согласится, чтобы он правил еще несколько лет. Это невозможный сценарий. Но внешние силы, как мы видим и в истории Украины, к сожалению, играют роль. Да? Играют роль. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, член Президиума Координационного совета, рассказал об открытии народных посольств в диаспорах в европейских странах. На этом мы делаем небольшой перерыв, чтобы буквально через 5 минут вернуться в эту студию и поговорить опять о ситуации в оккупированном Крыму. Это Бугунь, я Роман Спиридонов. Увидимся.